Привет, меня зовут Руслан. Я уже больше 20 лет употребляю наркотики. За свою жизнь я уже чего только не перепробовал. Многие из моих приятелей уже давно умерли, хотя я сам мог помочь им спасти их. Большинство заядлых наркоманов умирает очень рано, и таких, как я, остаются единицы. Мне очень жаль тех молодых ребят, которые уже давно нет рядом с нами. В то время я был слишком глуп, из-за этого многие из них умерли на моих глазах. Но сегодня я расскажу вам, как можно сохранить свою жизнь и жизнь других, придерживаясь совсем несложных правил. Первый раз я столкнулся с передозом давно. Тогда мы ничего не понимали и совсем не знали, что делать. Тот день был очень долгим. Я искал дозу. Ждал весь день, и вот она была у меня в руках. Я зашел к Коле. У него был еще один парень. Они уже были хороши. Мы с Колей пошли на кухню, я принял дозу, немного посидел и услышал крик Коли. У нас сразу началась паника. Я забежал в зал. Тот пацан лежал на диване без движения. Коля бил его по щекам и пытался привести в чувство. Но когда понял, что у него передоз, он хотел вытащить его на улицу и оставить его там. Я попытался немного успокоиться сам и успокоить Колю. Стал набирать скорую, но он выхватил телефон. Позже я уговорил его и вызвал скорую. Мы боялись вызвать скорую, потому что думали, что вместе с ними приедут менты и загребут нас. Меня зовут Абдуллаев Болотбек Жанбекович. Я работаю в скорой помощи в отделении кардиореанимации, заведующим отделением. Я много раз выезжаю на вызовы, которые вызывают наркозависимые люди при передозировке. При этом мы оказываем первую помощь, но не сообщаем в милиции. Если у твоего друга сужаются зрачки, начинают синеть губы и кончики пальцев, и он просто начинает зависать или даже потеряет сознание, зная, у него передоз. Первым делом вызывай скорую. Пока скорая будет ехать, окажи ему первую помощь. Постарайся сжать его челюсти с двух сторон, таким образом, чтобы вытащить ему язык. Если не получается руками, возьми обычную столовую ложку и во что бы то ни стало вытащи ему язык. Если у него нет пульса и он не дышит, то его нужно срочно спасать. Переложи его на пол в горизонтальное положение и максимально запрокинь его голову назад. Можешь свернуть куртку или полотенце и подложить ему под шею. Открой ему рот. Возможно, в этот момент он станет кашлять и придет в себя. Если нет, то ему нужно помочь. Ему нужно сделать искусственное дыхание. Этот прием на какое-то время заменит нормальную работу легких. Глубоко вдохните воздух, плотно обхватите рот пострадавшего своими губами, лучше через платок. Защемите нос пострадавшего пальцами, чтобы воздух через нос не уходил. Сделайте выдох, при этом с усилием вдувая воздух в легкие пострадавшего через его рот. Наблюдайте за его грудиной. Если она под напором вашего воздуха приподнимается, это хорошо. А если не приподнимается, значит воздух в легких не поступает, и нужно еще раз прочистить дыхательные пути или вдувать побольше воздуха и делать это посильнее. Частота искусственных вдохов должна быть не меньше 18-20 раз в минуту, а иначе вся процедура потеряет смысл. Если ты делаешь все правильно, он начнет дышать. Когда ты поймешь, что он пришел в себя и ему уже ничего не угрожает, посади его или лучше походи с ним. Не дай ему уснуть. Нужно, чтобы он находился в сознании. Следи за его дыханием. Нужно, чтобы он глубоко дышал. Самый эффективный способ при передозировке – это инъекция налоксона. Это очень эффективный антидот, противоядие при опиоидной передозировке. Он блокирует определенные рецепторы в нашем организме и устраняет подавление дыхательных функций. А раз человек может дышать, то риск летального исхода при передозировке снижается. Некоторые люди говорят, что он какое-то время как бы сжигает
героин вытесняет его из рецепторов. Это вещь, которая должна быть у тебя обязательно. Налоксон может спасти твою жизнь или жизнь твоего друга. Запомни, налоксон оказывает мгновенную помощь при передозировке опиатами. Его нужно колоть в мышцу. Вовремя сделанный укол вытащит тебя с того света. Остальное не важно. Налоксон можно ввести внутримышечно, а уже через несколько минут он начнет действовать. Это не наркотик. От него не будет прихода, и привыкнуть к нему тоже нельзя. Отломите головку ампулы, используя обертку от шприца, чтобы не порезаться. Наберите налоксон в шприц и введите в мышцу. Можно в плечо, в верхнюю часть руки, а можно в бедро. Лучше не колоть в ягодицы. Там из-за жировой прослойки налоксон будет медленно рассасываться. После того, как налоксон попадает в организм, он действует час-полтора, а героин действует дольше. Налоксон может перестать действовать, а героин еще продолжает. Поэтому состояние передозировки может вернуться. Поэтому важно продолжать наблюдать за пострадавшим, чтобы контролировать его состояние. Если минуты через 3-5 после первой инъекции налоксона человек не начал приходить в себя, нужно обязательно вколоть еще одну ампулу налоксона. Как только человек пришел в себя, он чаще всего дезориентирован и не понимает, где он находится и что с ним происходит. Поэтому разговаривайте с ним, рассказывайте что-нибудь, спрашивайте. Вы сами знаете, какими словами или действиями лучше всего занять его внимание. А потом его может начать кумарить. Если вы не сами себе кололи налоксон, а кому-то, то важно суметь объяснить этому человеку, что произошло и что не следует сразу догоняться. Рассуждайте логически. Пока действует налоксон, еще одна доза наркотика не устранит ломку, но зато очень даже повысит риск повторной передозировки, которая может наступить, как только налоксон перестанет действовать. Что делать при передозировке опиатами? Первое. Позвони в скорую. Как только ты обнаружил признаки передозировки, не бойся. Просто позвони в скорую. Ты можешь не называть реальную причину вызова, но обязательно расскажи все врачам, когда они приедут. Второе. Вытащи язык. Приведи своего друга в чувство самостоятельно. Вытащи его язык пальцами или воспользуйся обычной столовой ложкой. Третье. Положи его в правильную позу. Положи его горизонтально на пол и положи ему что-нибудь под шею, так, чтобы его голова была запрокинута назад. Четвертое. Делай ему искусственное дыхание. Если похоже, что он не дышит и нет пульса, делай искусственное дыхание до самого приезда скорой или пока он не начнет дышать самостоятельно. Пятое. Не давай другу уснуть. Делай все, чтобы приятель бодрствовал. Щипай за ухо, хлопай по щекам, дай понюхать нашатырный спирт, разговаривай с ним, следи, чтобы он глубоко дышал. Шестое. Внутримышечная инъекция налоксона. Если есть налоксон, сделай укол в мышцу, в бедро, плечо или ягодицу. Седьмое. Не употребляй дозу сразу после того, как очнулся от налоксона. Пока действует налоксон, еще одна доза наркотика не устранит ломку, но зато очень даже повысит риск повторной передозировки, которая может наступить, как только налоксон перестанет действовать. Где взять налоксон? Лучше всего обратиться к врачам наркологии, у них он есть. Еще его можно получить в пунктах обмена шприцев и аутрич-работников с вашего района. Еще бывает в аптеках, но редко. Лучше уточнить этот вопрос с врачами в наркологии или с аутрич-работниками.